Прием, прием. Через 300 метров держитесь правых полос, а затем поверните направо. По Москве. Готовимся повернуть направо. Всем привет. Загрузился. Едем в Якутск. Давненько не были. С меня прямо снег. Ночью снежок шел. Ну, сметает такой пушистый. Ну, я ночью заехал в Москву, чтобы это... направо. Чтобы лишней суеты не было. Ну и все. И что-то оперативно. 10 утра я уже загруженный и скрылся. Ну, сегодня суббота. Так что вроде мне тут до МКАДа вот чуть-чуть. По МКАДу на М12. И этот круиз. А, вот сейчас надо сбросить этот маршрут. Вот этот обнулим. Т3. Сброс данных. Чик. Все, это у нас рейс начинается на Якутск. Примерно 8600 километров полета. С заездом в Челябинск. Печка шебуршится иногда. Надо поменять. Только записался, ни разу ничего. Тишина, работает, все отлично. Ну, надо все равно поменять, а то она где-нибудь встанет. Тут же все это. И автономка у меня же такая, ну, не воздушная, а жидкая. Она тут по всем этим каналам работает. Ну, если печка встанет, то всем привет. А воздушную что-то не знаю. Можно, конечно, поставить резерв. Ну, вот это вот неохота. Там бачок какой-то, что-то куда-то там. Это все в климат завязано, работает. Такие дела, в общем. Это я тут, не знаю, это какая часть Москвы, в общем. Ступинский проезд. Я с него вынырнул куда-то. Подольских курсантов, судя по всему. И МКАД у меня 1 километр 100 метров. Ну, на МКАДе тут хоть выходные, хоть 3 часа ночи, нормальная движуха. Это вот, видите, стоят градирни. Ну, парят. Ну, получается, как бы вода охлаждается в них. Ну, грубо говоря, вниз падает, как водопадом охлаждается. Называется градирня. В общем, такие дела. Красиво парят. Так, видите, пока везет, все светофоры зеленые. Так, там уже с югов на перерез моему курсу двигается Дима Маэстро. Но он уже где-то в Саратовской области. Через 300 метров держитесь левых полос, а затем съезд. Поверните налево. Так, левые, это где полосы вообще? Ну, в общем, поедет он на Якутию, тоже взял загрузку. Поедем вместе. Единственное, у него 10 тонн, у меня 20. Ну, сказал, вот у меня 19 900. Якутский вариант загрузки 13 тонн на седло. Я ленивец подыму, у меня будет 12,5. Горы штурмовать, короче. Тяжелая вперед. Как говорится, это. Съезд. Поверните налево, на мост. Ленивец в этом плане прикольная вещь, что не надо париться с ведущей, с этой осью. Надеюсь, я на тот мост заехал. И по М12 сейчас на круизике, не спеша, мне в понедельник, ну, получается, в Кременкуле в понедельник я записался на ТОшку. Ну, как ТОшку, вентилятор поменять на печке. Впереди дорожные работы в левом ряду. У него ценник такой, конечно, какой-то крыло от самолета. Там смотришь, это на все дешево, на этот там 85 тысяч все вместе. Ну так насчитали, я так посмотрел, вроде есть дешевле, но где-то надо заказывать, что-то ждать, а это в наличии.
оригинальный, который вентилятор. А типа аналогов нету. Пацаны говорят, как-то переделывают что-то. Ну, как бы старая версия. Так, Шакман, ты, ну, газани там, я ж вроде как это. Вот, видите, выходные. Народ, короче, в Москве не ленится, видите, этот. Табунами туда вообще как-то медленно даже едут. Так, на окно. Впереди камера на разметку. Помыть бы. Что-то все. Дворники купил, они не подходят. Этот взял бескаркасное, вроде 9 всяких разных креплений, а они на все, что хочешь, кроме вот этого широкого поводка. Этот как-то... Вроде этот... Бошевский. Впереди камера на разметку. Тут, видите, тревожная обстановка. Везде камеры, везде кирпич для грузовиков. Ничего нельзя, туда-сюда нельзя. Третий ряд на грузовике нельзя, штраф. Ну, получается, у нас вроде вот эти два, и дальше нам нельзя. Можно прокатиться. Ну и тут вообще везде нельзя грузовикам ездить. Этот пропуск у меня есть, который день-ночь. Ну, он сейчас вообще, по-моему, не разделяется. Ну, короче, на год. Пропуск есть для третьего транспортного. А так лишний раз сюда приезжать, честно говоря, вообще никакого желания нет. Тут куча суеты. Ну, гляньте, если туда посмотреть, вот они уже такая... Одиночка обойди, так же его подрежь. Скорость падает, вот получается раз, два, три, четыре, шесть рядов, вот они уже крадутся. Куда-то срочно всем по внутреннему радиусу надо. Мне сколько получается этот скада, непонятно. Ну, короче, пока непонятно. Какой-то поворот показывает 19 километров, но тоже на МКАДе. Так, ладно, перестроиться, а то я в третьем ряду уже типа. А, не, это ж... Стоп, я не местный, если что. Это два на поворот. Ой, ну и все это. Я привык на востоке. Едешь, спереди никого, сзади никого. О, слушайте, вот стекло. Молчало сколько, скорость низкая. Каким образом оно там? Полная неизвестность с этими стеклами, конечно. Оно молчало месяц, наверное. Попробуй, начни что-нибудь снимать. Видно, это любит быть в центре внимания, в общем, стекло. Голос подает. Слышите, как в бутылку где-то задувает. Ну, где-то вот щель, я уже там не знаю, что. Если что, задом в Якутск поедем, чтобы не свистело. Честно говоря, первый раз, чтобы оно вот на такой скорости 70 пиликать начало. Так, кто вообще бы? На прицепных 6,3, 6 на последнем, потому что у меня 30 поддонов. Еще место есть, короче, на 2 поддона. Ну, они под одноногих просто рассчитано у них. А мне надо отдельно целые качели устраивать, чтобы мне больше загрузили. Так-то по идее, но... Можно было бы ставку приподнять, сказать, давайте грузите под крышу. Как это? Киргизский вариант. 40 тонн. Как это, на пароме в Якутск переправлялся летом еще. Киргиз у него такие, с парома съезжал, аж паром там перекосило. Цеплялся тоже рефом за свои площадки. Ну, в общем, такая эпопейная у него съезд был. Уже аж вот эти значки на шмице, где вот слоники нарисованы на ступицах на прицепе, уже аж расплавились. Впереди камера на разметку. А я спрашиваю, а что ты там это? Он говорит, 40 тонн картошки. Думаю, вообще. Хана машине называется. Один рейс. Ну да, там они что-то грузят там с Иркутска, по-моему, он сказал 16 рублей килограмм. Ну да, он типа с Иркутска на Якутск
За 640 приехал. Ну, как по цене трава, 200 рублей километр. Ну, Впереди камера на полосу. да у машине поплохело, походу. Так, ладно. Слушай, ну свистулька, ну ты реально, ты чё вообще? Это, знаешь, как закон подлости. Ну реально, вот, ну месяц я не слышал этих звуков, наверное. Что-то вот в районе Зеркала где-то там вот. Как-то стык или что вроде. Ну там везде как бы есть расстояние вдоль этого. Ну как, по идее, свистеть дофига мест может. Я там уже и запшикивал этой, ну типа грязь жидкая, вот эта, которая в баллончиках. Ну чтоб типа там какие-то мелкие дырочки, может, закрылись. Что-то ничего не помогает. Ну или может смылось уже все это дело. Такие дела. Так, ладно. Ну, по идее, на второй полосе ехать, чтобы вот это... кто со второстепенных выезжает? Тут вроде по второй, теперь уже вроде и по третьей едешь. Короче, узнаем. По штрафы понавалят. Я так-то, в принципе, спрашивал, что там штрафы, как бы. Че, где? Я их сам не смотрю, бухгалтер смотрит. Вроде там ничего не было, какие-то на 500 рублей. Что-то там пришло. Где-то я нереально как-то что-то наваливал. Ну, каких-то страшных не было. Впереди камера на полосу. Так, газуй. Так, газовал не хочет газовал. Там уже этот перестраивается, ладно. Да езжай. Ховик, езжай. Ладно. Он тоже, я моргнул поворотом, он сразу сбавил, он хотел шмыгануть. Я хочу газель обогнать, но по третьему ряду мне нельзя объезжать, а тут я просто с горы его обкачусь. Так, как говорится, лобовое это завыло. Камера на разметку. Да, я с вами согласен, ага. По рации, что там? Лобовое завыло, чтобы поменяли. Ну, тут, в принципе, да, вопросов нет, надо менять его, но я не хотел по холоду менять просто. А то не так прилипнет, будет еще больше свистеть что-нибудь. Ну, целое дело. Тут полморды разобрать, короче. Да, я ж про это и говорю. Вот, видите, стекло подвывает. Так, это у нас камера врубилась, я поворотник же включал. Но обычно она вырубается сама обратно. Впереди камера на полосу. Типа вот поворотник сюда, раз. Впереди камера на разметку. Если именно 3 раза моргнуть, поднажал, но не щелкаешь, тогда не включается. А когда именно клац, тогда включается. Но я сейчас не буду там вводить в заблуждение участников движения, которые вокруг меня. Да ну хватит, ну ты серьезно, слышишь, решил фильм. А это вот, я же говорю, на Западе ничего не снимаю, здесь стекла воют. А тут решил сейчас это, ну как фильм будет, как в Якутск доехать. Ну прям все снимать не буду, а то смотреть долго. О, гаишники засели что-то. А вот что они тут делают, не знаю, для чего, с какой целью. На трассе такой. Кого-то еще собрался притормозить тут за что-то непонятно что. Ну может это кто-нибудь там на грузовике какие-нибудь с закрытыми номерами, может что-нибудь такое. Ну когда вот бывает, кто-то заехать надо, там ночью обычно номер закроют. Потому что тут получается даже раньше до повышения штрафов каждая камера по 5000 была. Так, это у нас что,
Название не посмотрел, ну, предполагаю, что Москва-река. Не иначе. Фу, тут в этом месте вот навигация теряться начинает. Тут по Москве, да, если так дорогу не знаешь, надо просматривать. Скриншоты может поделать там какие-то, потому что тут просто раз и вырубилась навигация и все. Вроде работает, потом бах, я вон где-то сижу непонятно где, в кустах по навигатору. Так, что у нас тут борт-компьютер? Ну, 33 литра, видите, едем медленно, неравномерно по подъемам, сразу расход. А сейчас пойдем по... Это у меня выскочило. Ну, он тестит датчик и понимает, что датчик минут через 17-18 как раз полета понимает, что один датчик давления неисправен. Пишет об этом. Короче, такие дела. Нет. Ладно, кого-то... В общем, все, я приехал. На третью полосу нельзя. Впереди камера на 100. А тут у нас посредине крадущийся тигр какой-то. Ну, я тоже, видите, динамика так себе с 20-кой. Или он поднажал, что-то не знаю, не ехал. Стеклышко. Стеклышко, молчи. Ну, серьезно, прям вынос. Короче, степные напевы. Что, ну ДМ-12, наверное, заснять, или я не знаю, что тут интересного, по идее, непонятно, да? Короче, Москва — это сплошная суета день и ночь. Сейчас это считается вообще свободный город. Вот это столько машин. Так обычно тут плотненько, час пик, то все вот это вот. Как это, МКАД, это же переводится Московский кольцевой ад, а не автодорога. Садовод, вот здесь тоже волшебное место. Ладно, в общем, я заснял. Суета в целом вот такая вот. Дальше не знаю что. По М12. Достопримечательности будут замечены, что-нибудь засниму. В общем, вылетели из гнезда сегодня 15 число по Москве в 10 утра. 15 февраля. Не, если бы стекло не пищало, можно было бы, конечно, понаслаждаться видами, а то на фоне вот этого виза. Ну, все как-то стараются, чтобы не попадать вот на поворотные полосы. Все на второй, видите, едут потихонечку. Раза 3, 4, 5 здесь, да?
знаю, мне не нравится, как в Москву вот это, честно говоря, где-нибудь на окраине загрузился и скрылся. Или я всегда ночью заезжаю на погрузку. Ну, выгрузка тоже, если стараюсь ночью забежать уже, чтобы... Где было лишней суеты этой? Впереди камера на разметку. Ну, вот она меня, не знаю, будет она меня считывать на разметку, что я еду, а там у меня вроде как чуть-чуть свободно. Но я неумолимо догоняю «Газель». Через полчасика где-то догоню. В общем, да, фильм про Москву, а рейс в Якутск. Ну вот скоро мне сворачивать где-то. Получается, после Новорязанского там какой-то малозаметный поворотик с МКАДа на М12. Ну и там начало, конечно, М12, там и светофоры, и что-то там едешь как-то. Что-то же какие-то прогоны встречаются. Так, надо перестроить. Никого точно нету. Вот у меня расход, видите, мой. У меня за последние 115 тысяч километров 29. Через 1 километр 500 метров держитесь левых полос. Левый это где? Ну понял. За 115 тысяч километров это я не сбрасывал один этот. Все время, не знаю зачем. Вот оно, 29,8. Но это все до кучи. Это и пустой, я Впереди катаюсь. платная дорога. Я ж пустой катаюсь, дофига. Я даже раз приехал с Владивостока в Москву пустой. Ну, цен не было. Ну, потихонечку я, конечно, доехал до Хабаровска, ля-ля Тополя. Ничего нет. Поехал до Новосиба. Впереди камера на Хотел разметку. обратно на восток. Ничего нет. И думаю, да ну вас, поеду домой. Ну и не доехал домой. В Сызрань мне говорят, Через 500 метров поедешь. держитесь левых полос. Поедешь на Якутск? Я говорю, конечно, хочу. И получается, с Владивостока приехал в Москву, загрузился и уехал на Якутск. Да, рентабельность этого рейса вообще мощная. Но это было когда? В том году, весной, по-моему. Держитесь Это левых полос. не знаю, что я сбрасывал за Через 1 километраж. километр съезд. Поверните направо. Ну, это, наверное, по платке я ехал. И стоял тут что-то, не знаю, 900 километров. Но у нас вот это Т3 будет до Якутска. Как говорится, ехать 8600 с копейками. Вот проехали 24 километра и все равно 8600 с копейками ехать. Через 500 метров держитесь правых полос, а затем съезд. Поверните направо. Мне вот он. Это ж получается уже. Так, адаптивный выключаем. А то он видит газель, ее боится. И мне ж надо, получается... так мне надо уже МСД, что-то, ЕПРСТ. Мне вообще вот сюда. Блин, ну что ты делаешь на легковой машине? Поворотник работает. Съезд. Поверните направо. Вот ты куда, вот, честно? Давно в заборе не торчал. Таксист. Профессионал, небось, какой-нибудь. Штурвал на себя взлетаем. Все, мы с МКАДа уехали. Так, ладно, теперь мне надо вот сюда. Опять этот таксист, а я сюда теперь перестраиваюсь. Ладно, я тебе поморгаю. Терпения наберись. Не наберешься терпения, можешь пострадать от своего нетерпения, как говорится. Потому что такое дело, как спешка и суета на дороге вообще как бы только вам вред приносят. Да, тут это вот отслеживать, тут правее, тут чуть левее. Так весь день поездишь. Блин,
Видите, как это? Ну, платка, это начало платки. Какие-то канавы непонятные. Так, правильно я еду М12? Ну, оно тут как бы типа направление на М12, но это еще сама не М12. Так, где мой транспондер? Пенч. Тысяч, по-моему, около 11. Ну, что-то я сюда заезжал. Получается, от Казани. У меня что там 1030 было на транспондере. Стало 17. Ну, это я, получается, доехал не до МКАДа, до ЦКАДа. И под ЦКАДу погнал. Там еще поездил туда на выгрузку. Потом оттуда опять под ЦКАДу проехал. Ну, короче, 13 тысяч потратилось с Казани пока. Ну и сейчас 11 примерно отсюда. Ну, если не подорожало. Ну, все равно, не знаю, я вот это по этой семерке ехать мне неохота. Тут встал на круиз, едешь, расход, вот сейчас посмотрите. Я потом засниму. Именно до Нижнего Новгорода вообще он упадет там чуть ли не до 23 литров. Потом уже пригорки начинаются где-то на выходе, может там будет 26, там что-нибудь такое. А тут сейчас, если поехать по семерке, то пробки во Владимире, в Нижнем. Дальше там, ну, давно я не ездил. Ну, дорога там все равно такая. Ну и плюс по платке идешь, Платон не платится. А там Платон, ямы, пробки, светофоры. Времени куча. Тут я сейчас, я же говорю, тут можно... Ну так, если выспанный, отдохнувший, да, ты, получается, вот эти 800 километров до Казани вообще, ну, считай, за 9 часов проходишь. Если, ну, не так вот, не остановиться, ничего, там на круизе поставь 90 и все, ты в Казани. А там по семерке будешь до Казани только ехать, я не знаю, сколько. Ну, такой нюанс. Поэтому мне в целом для старта нормально. Я сразу Роскилометраж прокатился. Ну и плюс я в Челябинск записан. Я так хочу, чтобы приехать с воскресенья на понедельник в ночь туда. Там, вот, ну я именно Челябинск, Кременкуле заезжаю, который на объездной, как на Екат с Уфы, на Екатеринбург сворачиваете. Они как бы Volvo, Renault так и остались. Нету там у них китайцев, короче. Вроде так люди знают, что делают. Да им не проездом удобно. Все фильтра, масло, оригинал есть. Ну, на мою точно, на Евро 6 у меня знакомые пацаны тоже заезжают, тоже вроде все есть. Ну, что нет, наверное, закажут для вас. Или со своими можно приехать там. Ну, по крайней мере, масло вот это вольвовское есть, они с Казахстана возят. Так, ладно, я перестроюсь, не знаю. Хотя сейчас перестроишься, придется потом какой-нибудь бетономешалку эту объехать хотелось бы. И тоже посередине буду ехать, потому что, ну, на всякий случай, везде вот эти свороты. Ну или еще чего. Ну, может, камер капец тут на каждом столбу. Так что, может, мне уже это... За то, что я посередине перед бетономешалкой ехал, какой-то отдельный тариф выпишут. Тут и так камеры смотрят, и сяк, и взад, и в бок. Вот. Тут, блин, неплохо приподнялись установщики вот этого всего, мне кажется. Там, если так вот как-то... Ну, про камеры вот эти вот видели, обычная тренога, вот которые эти сидят в засаде. Так она там стоит больше 2 миллионов рублей, вот эта штука. А камера такая, ну, в интернете можете зайти посмотреть, типа камеры, да, ну, вот эти для нарушений, как они там, ну, в поисковике. А такая вот, которая на столбе висит, там что-то там сплошную смотрит, скорость меряет, что-то там еще делает, такая длинненькая, с железным козырьком, там ценник 7 миллионов рублей, просто одна. А их прям не ленятся, лепят. А сейчас, ну, это я давненько вот как-то обращал внимание на это, что там цены на это прям, ну,
неадекватная, считай, как машина стоит эта камера. Ну, понятно, там, наверное, какая-то высокого разрешения, там, что-то программное обеспечение. Ну, линза там хорошая, наверное, какая-то там. Какой-то там, может, подогрев, обогрев, плюс передача данных какая-нибудь там целая. Ну, она не просто, может, как сама камера в руки взяла, она там в комплексе, может, там со всеми проводами, ящиками и столбом. Ну, как-то так. Ну, в общем, не дешевая вещь. Думаю, на пенсию выйду, поеду это на мотоцикле без номеров. Кто с треножниками сидят, буду у них это. Они все равно там дремают. Подъезжаешь, камеру взял и скрылся. Ну, это на пенсию уже, когда, знаешь, типа, я старый, мне все равно станет. Короче, выкатываемся. Не спеша. А так, да, треноги, это, честно говоря, вот как-то по стране их особо нет. Вот Красноярский край почему-то там прямо любители. Я думаю, сибиряки, как бы, что они еще в лесу не закопали, этих маминых бизнесменов. И Самара, по-моему, Самарская область, тоже любители, там вот их прям массово. Там бывает такое, едешь, один там сидит в кустах, другой там. Смотришь, он там тряпочку повесил, чтобы ему солнышко не светило. Так вот отъедут метров 200 и дремают там. Подлетаешь на моцике, хвать камеру и свалил. Бизнес-план на пенсию у меня такой. Ну, это вообще будет там за 70 мне. Хотя тогда, может, треножников не будет. Мы все будем просто зачипированные уже какие-нибудь. Шаг вправо, шаг влево. Так, ну вроде скоро уже пойдет. Без вот этих всяких поворотов. Вот это лес начинается, и там вроде уже дорога на дорогу похожа. Единственное, стекло. Ну как так бывает, я не знаю. Но оно, ну реально, я вот приехал с востока, туда ехал, оно молчало. Ну ты чего в натуре, а? Просто no comment. Такое прямо звуковое сопровождение. О, я вот так чуть-чуть окно приоткрыл. И оно, получается, звуковой диапазон частотный срезало. Тоже шум, но он не такой противный. Все, Москва кончилась. Ура! Все, 87 поставлю. Ну я потом, ну я как на М12, я там 89 на круизе еду. Ну и раскатываюсь там, понятно, тут дорога более-менее ровная. А так по дороге в основном я 81, 82, ну чтобы никого не догонять. Ну а ночью можно там как бы чуть добавить, где хорошая дорога. Ну короче, у меня так. Если хорошая дорога, а в основном она не хорошая, я наоборот сбавляю. Короче, темно стало, чуть сбавил. Мокро стало, еще сбавил. Гололед стал, чуть-чуть еще сбавил. Вот она, М12 Восток. Да хватит выйти, елки зеленые. Ладно, все, в общем, стекло, как говорится, укоротило фильм как могло. Все, погнали дальше. В общем, дальше тут будет вот так вот. Тут сначала 3 полосы, потом мы к Владимирской, по-моему, области подкрадемся, там станет их 2. Ну или где-то, короче, она сузится. 2 туда, 2 сюда. В основном везде так. Всем удачи на дорогах. В общем, погнали в Якутск. Метет здесь, Володя, капец, конечно. Самара, объездная Самары. Платная дорога, никто ничего не чистит, не посыпает. Так что аккуратно. Так, приехали. Возле Мурома Газпром, сейчас дозаправимся. Ну вот, с Москвы я выехал, получается, 330, ну от погрузки. Расход 25,1, загрузка вон 20 тонн.
Ну вот на платке, да, эффект такого, что едешь без этого, без лишних движений. Вот тормоз первый раз поднажал чуть-чуть, и то из-за того, что заправку увидел, давай это быстро камеру брать. Так бы я уже на горняке бы тут залетал. Что у нас? Обзор, да? 85 км в час. Средняя, ну я там сбавил, там снег был, дорога белая, там 3 часа 52 минуты, короче, 331 километр, израсходовали 83 литра, 25,1, вот расход на сотку. И тут у нас что, средняя температура окружающей среды минус 7. Я хотел посмотреть, сколько на высшей передаче проехал. А, вот, расстояние поездки на круизе, получается, 287 километров проехал. А где тут было это? На высшей передаче, что-то такой параметр. Так, подожди, мне ж на заправку. А я сейчас со стоянки мимо кассы уеду. А то у меня половина, четвертинки просто. Так, за стекло извиняйте, короче, тут или писсуар замерз, или что-то у меня. Одна половина гребет, другая не очень. Что-то дворники, я же говорю, неудачные. Я их вроде недавно новые купил. Bosch, все дела. Цена, как у Bosch, гребут как за эти. Как непонятно что. 67,79 дизель тут. Так, сейчас где я там находил? Расстояние от Blue у меня вырубленное. Расстояние пройдено на высшей передаче 277 километров на 12. Вот у меня, видите, развесовка. Ну или вот тут, ладно, сейчас включу. Индикатор загрузки, вот он, чтобы поближе. Вот 23, ну она там плюс-минус полметра, где-то в натяжечку стоишь, на нейтралке на ровной стоять. 10 на ведущей, ленивец так делает по весу, чтобы не больше 10 здесь было. Будет больше, тут может быть 4,5, ну наперед что-нибудь добавится. Короче, такие дела. Ладно, пойду машину покормлю. Будем двигаться дальше, не знаю, что тут снимать больше. Ну, по прямой дороге ехал. 3 аварии было, конусами обставили, грузовик снес забор. Легковушка в обратную сторону стояла, тоже без лица. Ну, это здесь как-то по суше, там снег был, в общем. Где-то за Владимиром как раз белая прям дорога с кашей с этой. Все, ладно, конец репортажа, а то... ну пока надо зеркала протереть чем-нибудь. Все, ладно. Продолжим скоро. В целом уже так заморачиваться в темноте и так ничего не видно. Тут по большому счету и днем не особо. Ладно, все, погнали. 25,2, короче, 348 это подъехали. Все, дальше цифры буду называть, чтобы будете динамику отслеживать. Все, включусь позже. Так, тут на платке красивые виды, мост. Это Муром. Справа у нас Муром, то есть, я так понимаю, вот семерка, этот, ну, М7 идет, наверное. Тоже мост красивый. Куча рыбаков на реке. Это Ака у нас. Так, ну, ничего я, к сожалению, не протер. Только заправился, прыг и скрылся. Ну да, рыбаки прямо по кайфу сейчас. Погодка так ничего. Минус 7. Ну, понад берегом что-то все сидят, на середину не ходят, видать, это слабоватый, может, лед. Ну, может, это, не знаю, не семерка. Да не, наверное, а что тут еще может быть? Ну, в общем, едем дальше. Пока стоял на холостых, расход на 200 грамм вырос, 25,3 стало. Но сейчас дальше он будет только увеличиваться. Сейчас после
уже нижний проедем, там уже такие затяжные подъемчики. Ну, как бы они не крутые, но все равно расход пойдет где-то, может, там в районе 27, может, в конце объездной. Ну, это 12-ки будет. Ну, в целом я так с 20-кой доезжаю до Иркутска, там в 30 вкладываюсь, когда 29, когда 30, и пошел потом уже Култук, горы все эти, там только в одну сторону расход идет. И Якутске примерно 34, по-моему, с копейками был у меня. Ну, если из Москвы все нарастающим итогом, как бы. Ну, я его не обнуляю, этот борт-компьютер. 25,2 сейчас вот это то, что я обнулил, Т3. Это наш рейс. Это непонятно что. А это непонятно что вообще за 115 тысяч километров. На круизе. Ну, по факту на GPS, если смотришь, то 89, то 88 показывает. Ну, то есть спидометр на Volvo как бы это чутка впереди. Так что если так брать, примерно 1% минимум погрешность за 646 тысяч, это что? 6400 накрутил от фонаря. Километров с этого общего пробега. Ну, как бы лишнее показывает по факту не столько. Так что 6400 виртуальных из общего. Ладно, ну, как говорится, погода такая, легковушки обгоняют часто. Все время что-то летит на стекло. Еще тут, ну как, -7 снег был. Они, видно, что-то солью насыпали какой-то. Вон, видите, оно такое даже, ну, белесое все. Что, помою, что-то. Там он писсуар этот замерз на той стороне. Или вообще отвалился где-то. Ну, вроде нигде не течет. Под капотом там. Ну, в целом, мне не мешает. А на камеру, конечно, хотелось бы поидеальнее обзора. Так, река Вительма. Сейчас, что тут? Рыбные места нет, сейчас посмотрим. А, так она такая маленькая. Река, что тут, наверное, это... А где она вообще? А, понял. Такая река, где это даже засверлиться негде. Рыбаков нет, в общем. Ладно, едем дальше. Если засветло, она вряд ли засветло, там будет через Волгу проезжать. Ну, посмотрю, если под фонарями там что-то будет видно, засниму. А так в целом ночью нет смысла снимать. GoPro-шка как-то в темноте не особо она. Это вот iPhone снимает, да, в темноте хорошо. Он как-то программно там все это, контраст, осветление делает. На GoPro-шке я что-то рылся там в менюшке, так и не понял ничего. Ну, какие-то варианты. Она, получается, FPS в темноте. Ну, так резко будешь головой крутить, оно так смазывает изображение. Как-то надо, наверное, в темноте, может, она и будет снимать. Разрешение надо поменьше, типа... Все эти настройки. Ну. Так, что-то погода резко ухудшилась. Ну, уже и темнеть начинает. Так что, думаю, засниму как финиш сегодняшнего дня. Что-то прямо это... Это сколько? 426 от погрузки. Прям нормально. Дима там тоже ехал. Присылал видос. Ну, маэстро. Возле Самары тоже полосой примерно такая погода. Но вроде дальше сухо у него. В общем, зима. Я как бы на адаптивном иду. Особо что-то и обгоняльщики позбавили темп. Ну, вроде никого. Это зеркало вообще плохо видно уже стало. Сейчас включу свет принудительно на всякий случай. Задние противотуманки. Короче, все на всякий случай поврубать.
А, ну хоть это одноразовость от снега, этот стекло теперь. Омывайка не нужна. Вот так вот легковушки, ага. Так, я сейчас поставлю, чтобы он не догонял, наверное, его. Так вот, как он примерно 84. Ну вот у меня стоит 87, у меня в него упирается, каждый раз пытается газовать. А надо так, чтобы медленно, пусть уезжает. Ну, обгонять никакого желания нету, куда лететь, такая погода. Лучше, так как говорится, тише едешь, дальше будешь. Наверное, 85 поставлю, потому что он убегает. Ну, пока видит вот это вот, когда в дорогу, ну, сейчас вот тут более, вот так. Вот это вот дорожка, и когда палочки внутри, ну, это значит видит машину. Дистанция еще. Ну, сейчас он, наверное, уходит. А вот сейчас вот видите, пустые вот эти вот полосочки, внутри нету этих шашечек, значит, все уже перед собой, он никого не видит, будет 85 ехать. Ну, пока кого-то не увидит, будет за ним пристраиваться, там, сбавлять. Ну, поставлю, например, 90, будет переть 90, пока в кого-то не упрется, потом будет ехать как впереди идущая машина. Ну, это адаптивный круиз. А можно вот включить, вот эти палочки пропали, это просто круиз, как обычный. Ну, будет 85, несмотря ни на что, ехать пока это. Ну, будет предупреждать, тут красным моргать, если там, ну, расстояние. Ну, как бы смысл им пользоваться. Вот палки появились, все, адаптив. И едем. На вот этом, на вот такой приборной панели, в общем. Пять часов полета, в общем. 431 километр пройден. Это одна остановка была на заправку. Расход 25,4. Ну, на камеру, наверное, не так она зима смотрится. Как-то камера всегда это меньше. Ну, снег этот кажется. Я, может, сейчас снимаю, думаете, а что-то там чуть-чуть мутное. А так реально, ну, сыпет нормально. В общем, пилотируем дальше. Пока тут что, Арзамас скоро. И, ну, до Казани, грубо говоря, 400. Ну, так, плюс-минус 420, может. Что-то я не помню точно, на каком километре мы там съезжаем. Это М12 заканчивается, мы раз по кольцу и на семерку там. В общем, катим, дистанцию держим. Резких движений не делаем. Чистилки идут навстречу. Фавики, КДМки. Ну, что-то да, они как-то почистили, и после них там больше снега на дороге стало. Наши тут накатали. А, может, у нас впереди уже проехали эти. Ну, в общем, вот такая обстановка. Вроде получше становится. Так, обогрев зеркала включить. Может, что оттает? Нижнее это я вижу через нижнее вот это. А верхнее, да, подзакидало. Ну, вот этой солью они солят. Получается, оно такой белый налет. Непробиваемый. Машину надо будет где-нибудь заехать. Сполоснуть. Ну, в принципе, до Колтука. На Колтуке тоже все солят. После него опять сполоснуть. А там особо где-то и... ну, в Никольском там мойка, как бы. Не знаю, надо все-таки номер записать. Там говорят, можно подъезжаешь, там позвонить. Ну, прям возле трассы, вот здесь вот, когда на восток идешь.
Но это уже после Улан-Удэ. Ну, в плане, что далеко куда-то в город не надо заезжать. В общем, минус 7. Полет нормальный. Так что рассказать еще... Ну да, честно говоря, трасса классная, все, но едешь это... Не очень интересно по факту, да. Если еще уставший, так едешь, она нудновато. Ну, зато средняя скорость, расход, все в плюс. Не, я нормально себя чувствую, я просто к тому, что вот так вот за один присест ее, например, там весь день на погрузке побыл, там что-то там выехал к вечеру и хочешь так проскочить, начинает надоедать. Хотя я прошлый рейс выезжал тоже, получается, на одну заправку заехал, все заставлено. И вдоль бордюрчиков, и на дорожке заездной. На третий только встал. Уже прямо, а тут еще такие расстояния. Там следующая 62, через еще там 150. Ну, получается, в одну заехал. Не получилось, считай, 150 километров, 2 часа почти пилить надо. Ну, мало, мне кажется, тут все-таки могли бы сделать этих стоянок побольше. Ну, чтобы каждые там километров хотя бы 30 оно было. Карман, пусть без заправки. Ну, там какие-нибудь, может, местные тут занялись бы бизнесом, еду делали бы. А то, получается, тут вся еда, это как цены, как в аэропорту на этих заправках. Там сосиска, кофе, там 700 рублей, поехал дальше. Ну, неполноценная еда, как. Там есть вот этот большой, это Лукойл. Там вроде как что-то типа кафе. Но там вообще цены, как я же говорю, как в аэропорту. Не пускают сюда, видите, таких вот. Домашняя кухня, там что-нибудь. Ну и места, в принципе, нету. А так, на семерке, да, там поинтереснее в плане. Ну, кафешек. Я его догоняю, что вроде я 8.7 ехал и не догонял. Ладно, опасный маневр магнита. Ну, я даже газ не давлю, на нейтралке покатился. Ну, не на нейтралке, я на 0 поставил, чтобы он нейтралку не ставил. Сейчас, когда на автомате вот этот флажок, где горняк, то тогда раскатка через нейтралку не идет. Так, ну чуть надавлю, а то я так буду полдня проезжать мимо него. Ну, совсем чуть-чуть. Ну, получается, опасный маневр, а он этот на заправку съехал. Вот это я не дотерпел. 30 секунд, как говорится. Ну вот Лукойл, видите, вот стоянка фур. Ну, их там, 30-40, может. И тут все заставляют. Так вдоль дороги стоят везде. Ну, то есть ночью. И получается, раз через нее проехал, особо негде. Погнал дальше. Так, тут что-то кто-то уже в метели стал. Ну, так вам что-то как-то... Ему показалось, что безопасно могут не увидеть и снести. Какой-нибудь будет вот так вот идти караван, 3-4 машины друг за другом. Какая-нибудь легковушка его не увидит, будет ехать медленно, обходить тебя, и тебе, получается, миллиметраж с ним приходится ехать. Хотя, в общем, как говорится, выбор каждого, но безопасность прежде всего. Да, что-то чем дальше от Москвы, тем дорога похуже. Ну, может, снег, да, как раз с той стороны идет. Тут уже, видите, на дороге
Ну, по крайней мере, он такой не жидкий. Хотя бы на стекло так не летит, как там. Что надо будет где-нибудь еще заехать, помыть фары, все это, омывайку какую-нибудь залить. Что у меня уже написало, что ее мало. А когда фары светятся, он еще и на фары брызгает. Вообще расход там можно за... Сколько я там помню, как-то с Урала до Москвы, наверное, ну литров 50 на омывайке залил. Ну такая погода была, все вот так. Во мраке. Тут 15 влазит. Ну вот когда вот написала предупреждение, что мало, ну 3 пятерки заходят. Тут хотя бы не как на китайцах я слышал, там бачок 4 литра какой-то. Ну, может, сейчас уже модернизировали китайцы-то, в принципе, как бы это навстречу идут пожеланиям клиентов там что сами сервисы уже в шоке от их модернизации, насколько я понял, что каталогов как таковых-то нет у них, по вину там посмотреть, и у них там вроде машины одинаковые, а все по-разному сделано, может быть. Так, что-то я это уже лишнего наговорил. Ну, получается, хронометраж длинный, что в районе. Так хочется обстановку доложить компактно, чтобы все было четко, ясно и понятно. А тут ля-ля, там поля, ни о чем. Так, что в зеркало смотрим. Там табун легковушек приготовился. Что-то едет так, он опережает, прям еле-еле. Ладно, сброшу круиз на передаче, на нейтралке он не будет раскатываться, чуть на передаче как бы это пошустрее, чтобы разбежались подальше от меня. А, это едет вообще не хочет даже пытаться. Ну, вот сзади там какая-то Шкода или что-то такое. Хотя сейчас Шкода хочет нашкодить. Что у нас? 25,5 пока. Ну, после Нижнего, да, тут я уже говорил. По-любому добавится. До Нижнего это как раз и добивает самого нижнего показателя. Потом он растет, потом на Урале еще растет, потом с Челябинска, считай, до Новосиба ровно, там будет падать. И дальше только вперед. Ладно, в общем, затянулось. Будет что интересное, включусь. Едем дальше. Так, тест, как говорится, в ночное время. Ну вот почти конец платки. Такая вот обстановка непонятная. Ну вроде этот, ну как бы выглядит скользко, но так не чувствуется по машине, не знаю. Так-то приятно ехать, когда вроде и не погода, но вот эта подсвеченная вся трасса. В общем, я 870 от погрузки проехал. 10 часов 16 минут полета. Но это чистое время. А так, если посмотреть, то я 9 часов вечера, 9, а я в 10 утра выехал. Ну, получается 11 часов 50 минут. Короче, 1,5 часа за все время бегал вокруг машины и 10 часов 16 минут ехал. Я 2 раза останавливался заправиться, и вот тут сейчас Татнефть, которая на Лашево сворот. Вот как я раньше ездил вот за этой Татнефтью, сворачивал на Лашево, ехал на Чистополь и на Павлинском кольце выезжал. Ну, когда вот по семерке еще не было обхода набережных Челнов. Ну, теперь, конечно, так удобнее ехать. Ну, и в целом
Что по платке времени, куча экономия. Я думаю, за 10 часов с Москвы до Казани, наверное, точно тяжело будет доехать по семерке. Ну, при том, что вот такая погода, это здесь как бы светло, машин немного. Как бы катишь средняя, нормальная получается. Че, вот борткомпьютер 27,6 стал расход. Но я, правда, не глушил машину, когда останавливался. Ну, что-то набежало, может, там 300 грамм. А так вот эти подъемчики в натяжечку. Сразу, ну, после Дижней вода начинается. Ну, я с 20-кой, в принципе, еду. Вот уже 20-200 стало, но это снега налипло на машину, походу. Обзор. Ну тут сначала, видишь, считает 11 часов. Но он именно то, что я стоял с двигателем заведенным, учитывает. И из-за этого 79 средняя скорость. Ну, потому что ты стоишь, 0 же показывает, а он считает в среднее. Так, если по тахографу чистого полета 10:18, а тут 10:59. 40 минут. Ну, что-то куда-то потерялась часть времени, в общем. Так, и вот это у нас конец. А то тут везде повесили знаки, что-то Екатеринбург, Екатеринбург. А тут получается Новый Екатеринбург. Где-то же ее строят, продолжение, по идее, прямо, да? Я не знаю, кто тут, может, ориентируется. Реально будет прямо? Или все-таки так и будет, бублик этот? Это вот, километровый столб не посмотрю. Ну, короче, 840, что-то такое, наверное. Про горняк зимой. Вот я когда прямо едет машина и скользковато, я вот горняком пользуюсь. Но вот в таких поворотах я не буду пользоваться горняком, если что. Понятно, что он, ну, вдруг чего. Что-то я прям чересчур аккуратно. Ну, на всякий пожарный лучше переаккуратно ехать, чем это. Потом будет. Вот первое положение горняка, ладно. Сейчас, чау, мне сказали, все следующее. Еще раз кувет будет. Ну, как оно, как бы, если взять вот такой поворот на высокой скорости, зайти, как воткнуть третье положение? Ну, наверное, что-то будет. А так, по идее, вот первое положение, она просто не набирает, не раскатывается, и все. Я просто всю дорогу ехал, даже на тормоз не нажимал. Вот только на заправке остановиться нажимал, получается, там, или притормозить на секундочку. И непонятно, скользко, не скользко. Вот у меня ленивец сейчас опущенный, ну вот я газую, типа, ну да, противобуксовка срабатывает. Но чтобы она не срабатывала, можно просто газовать поменьше. Такой, у нее мощи много у машины. Если газ в пол надавить, она, конечно, она будет шлифовать тут до Казани, получается. 10-ю включил, чтобы обороты поменьше было, и потихонечку разгоняешься, ну, чтобы ленивец не подымать. Как-то так, в общем. А так, конечно, газ в пол, передача нижняя, пошел шлифовать. Ну, типа скользко. Ну да, реально. Ну, просто вот все надо это нежно, в общем. Ну, даже написала, на холостом ходу съел 1 литр 200 грамм. А так погодка, что, минус 10, вот это вот все. Одна натоптанная полоса, рядом полоса для этого. Попробовать себя. Ну, в принципе, он такой сухой, этот снег. Вот он лучше, чем каша посоленная была бы, вот так же. По нему идешь, ну, на сбросе газа, потому передача включенная. Идешь, просто не тормози, газ не дави. Она прямолинейно уже идет куда. Никуда не сбивается, даже там в глубокий снег заезжаешь. Ну, на обочине вообще тут куча целая. А вот сейчас дальше, конечно, когда
привык с трассы, что фонари, как-то едешь, комфортно себя чувствуешь. Но сейчас свернем на семерку, там будет темнота. Ну, тоже 4 полосы. Там, кстати, местные, кто вот тут катается постоянно, там вот эти вот надземные переходы в сторону Уфы. Их там, наверное, ну, штук 10, наверное, точно наберется. И на них всех там знаки. Что-то где 50, где 40. Там вообще камеры какие-то есть или нету, непонятно вообще. Реально, едешь, желтый, то желтый знак, то не желтый. Непонятно. И никто, главное, так особо не сбавляет. Наверное, ничего, я так предполагаю, ничего там не работает. А знаки забыли убрать, когда строили их, наверное, еще, эти переходы. А они реально, вот эти пешеходные переходы, ну, кто здесь ездил, понял, о чем я. Через 4 полосы, вот такой огроменный переход. Сами переходы закрыты, к ним подходы просто заметенные снегом. И они как бы просто в лесу. Там какая-то автобусная остановка, непонятно как-то вообще. Проектировщики под будущие населенные пункты их сразу поставили. Что типа, сейчас попрет Казань расширяться, а тут все готово. В общем, про этот, скажите, что там, камеры работают на этих переходах пешеходных? 40-50, вот это все. Что-то они едут, не едут. Ну, в общем, вот такой фильм про сегодняшний день, 15 февраля. Это я как стартанул в сторону Якутска. 878 проехал. Средняя 79 вместе со Стояловым. Короче, расход 27,6 с 20-кой. Ну, как бы было и меньше. Я как-то выезжал с Ногинска. Там получается, ну, с Ногинска раз сразу на Цкад и на М12. И у меня что-то даже 21 как-то раз был расход до Нижнего Новгорода. А веса было, может, ну, тоже что-то в районе 19, наверное. Ну, может, сейчас, конечно, сопротивление качению присутствует при такой погоде. Это, ну, не по сухому асфальту все равно катиться. Там кое-где вот эта посоленная каша, где вот так вот снег, что-то еще. Ну, и ветер наверняка непопутный с Регонца. Короче, куча факторов. Ладно, всем удачи на дорогах. Будьте аккуратны зимой. Завтра 2-я серия. Не знаю, откуда начнется. Ну, Урал, наверное, проезжать будем. Все, ладно, прощаюсь наконец-то. Всем удачи.